bir чет өлкөлүктүн көзү менен карап чыккан бир китеп бар. Ошол чет өлкөлүктүн көзү менен кандай болгонун жана ошол эле учурда китеп окуу маданиятын жана бул эки бизге социалдык феномен болгон чоң улуу инсандардын эмнеге биз үчүн кандай мааниси бар экени жөнүндө талкуулайлы деп отурабыз. Ал үчүн бизде конокто бүгүн Полис Азия аналитикалык борборунун жетекчиси Элмира Ногойбай конокто. Кош келипсиз. Бизде эки мамлекеттик тил болгон үчүн расмий тил. Биз кыргызча, орусча эки тилде тең сүйлөй берсек болот. Себеби биз анткени бүгүн биз талкуубузду биздин кыргыз өлкөнүн ичиндеги көрөрмандарга да, анан оюмча сырттагылар да көрөт деп ойлойм. Кантсе да мүмкүн кыргыз тилдүүлөр көбүрөөктүр, мүмкүн ошон үчүн эки тилде тең алып бара берели. Биз могу теманы баштап атабыз да. Могу Джеффри деген мырза, америкалык, ал Азамат Алтай жана Чыңгыз Айтматовдун өмүр баянын изилдегенче 10 жыл бою китеп жазыптыр да. Тоолору кудадыбы деп Чыңгыз Айтматовдун өзүнүн чыгармасына карата айтып атат да. Ошол китебин жазып чыкты. Азыр негизи биз сөздү мындай баштайлы, мындай диалог формасында эле, эркин эле. Негизи бул эки кишини чет өлкөлүктүн көзү менен кароонун маанилүүлүгү бизге кандай деп ойлойсуз? Сперва я скажу вам спасибо, что пригласили. И прежде чем мы заговорим о книге, очень важной книге, хочу сказать, что на самом деле это акция, очень важная акция, которую мы поднимаем, не как даже аналитический центр Полис Азия. Мы делали различные исследования, и для этого не нужен никакой подробный анализ. Мы видим, что не только у нас в стране, а вообще происходит уровень образования, это падает. Нам просто необходимо удержать просвещение. Для того, чтобы удержать и продвигать просвещение, необходимо понимать сущность знания, памяти, истории, книги. И вот сейчас происходит, позавчера был Всемирный день книги. Всемирный день книги и Всемирный день авторского права. Это также актуально для нас, для Кыргызстана. И мы очень долго и много спорили последние годы, вообще, нужна ли нам книга, читают ли книги. И очень много людей нас поддержало, мы делали очень много публикаций. А в этот раз мы встретились с удивительным человеком. Ну, я его знаю достаточно давно, он здесь работал, он делал разные исследования. Джеффри Лили. Он сам из Штатов, из Соединенных Штатов Америки, и он прочитал здесь, познакомился с Айтматовым, с творчеством Айтматова 10 лет назад. Он был очень сильно очарован, впечатлен и решил как больше узнавать о нем. Узнавая судьбу и творчество Айтматова, он столкнулся со второй фигурой, ключевой, на его взгляд, это творчество Азамата Алтая. И когда он уехал в Соединенные Штаты, он поехал в дом, где жил Азамат Алтай, к его семье. Он работал в архивах и собирал материал. И написал книгу «Упадают ли горы?». Это потрясающая книга, она издана на английском языке, его авторские права на английском языке. Сейчас, кстати, Джефф ездит, у него такой ознакомительный тур в Соединенных Штатах. Он по многим университетам ездит, он ездит по многим СМИ, Азатык вместе презентует эту книгу. Он библиотека Конгресса. Эта книга очень важная, и мне кажется, что она важная прежде всего нам здесь, в Кыргызстане. Почему? Потому что есть такое выражение «нет пророка в своем отечестве». Вот она очень точно говорит о ситуации здесь. Выдающаяся личность Айтматова, которому в этом году все празднуют 90-летие со дня рождения, он настолько известный во всем мире, и мы его настолько идеологизировали, что мы канонизировали. И когда мы сегодня смотрим опросы или просто опрашиваем молодых людей, они говорят: да, Айтматова знаем, мы проходили его в школе, но с его творчеством не все далеко его читали. Далеко не все. Далеко не все знают, кто такая Толгонай или Джамиля. И вот весь трагизм нашего народа, пережившего войну,
он не всем известен. И такая же судьба постигла Азамата Алтая. К сожалению, в советское время, и это понятно, его демонизировали, про него писали всякие гадости. Но если мы сегодня попытаемся анализировать советский период не с точки зрения советского периода, а с точки зрения Кыргызстана, независимого народа и страны, мы понимаем, что одним из самых ярких личностей диссидентства был именно Азамат Алтай. Находясь там, пережив такую сложную судьбу, такую всепоглощающую тоску по родине, он вытолкнул сюда, он заложил эту основу свободы, радио Азатык. И Азатык сегодня это планка, это уровень. Для многих людей, для целого пласта возрастной культуры, это еще и символ окна. Может быть, вы знаете, Сейтек, вот где бы я ни была, например, когда ездила по регионам, Алай, Бишкек, Атбаши, в любую юрту, в любой дом заходишь, где есть старшее поколение, они ходили, помните, с такими транзисторами, и всегда слушали Азаттык, да, наверное, Азаттык Тугам, то. И вот именно вот это новости, когда информационные каналы. Благодаря Азамату Алтаю. И, наверное, это нужно помнить и ценить. И мне кажется, что это нужно включать и в учебники. А наша задача вот через этот ашар как минимум познакомить людей с этой удивительной личностью. Негизи баягында Джеффри Мырза өзү да келди да, бул жака келип анан ал айтты 10 жылдай изилдедим дейт да. Ал ошол алардын туугандары менен жолуктум дейт, китепканаларда болдум дейт, аларды билген кишилер менен жолуктум дейт, интервью алдым дейт. Анан ичинен тааныштым деп атат да. Азыр сиз жакшы нерсени айтып атасыз да. Биз канонизация деген түшүнүктү айттыңыз мага, бул абдан ачкыч сөз деп ойлоп атам да. Биз чынында Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтайды мындай ыйык кылып, буларга мындайча алар жөнүндө бир расмий гана информация болуп, ага тийгенге болбой тургандай кылып таштадык деп атасыз да. А бирок чынында алар жөнүндө башка да бир чындыктар болсо керек деп ойлойм да. Есть еще другая истина, есть еще другая сторона их жизни, мне кажется. Конечно, мы не говорим о личной жизни их, но что они пережили, мы, кроме официальной информации, кроме официальной версии их жизни, их всей жизни, да, жизненный путь, мне кажется, есть большой смысл читать вот книгу господина Джеффри, потому что он все-таки не кыргыз, он нейтральный человек, поэтому он описывает более искренне, мне кажется. И как вы думаете, в этом смысле есть смысл? Абсолютно. Вы знаете, мы не замечаем, как вот привитая такая культура пафоса в советское время, это очень идеологическое время, она так и осталась сегодня. И когда мы говорим про Айтматова, вот конференция недавно проходила, она называлась «Айтматов как антропокосмос». Я понимаю, что мы хотим показать его уровень, да? Но если мы не поймем его как человека, вообще, мне кажется, любого человека, любое известное лицо нужно в первую очередь понимать как человека. Если мы поймем его как человека, его период становления, у него очень драматическая судьба. Отец репрессированный, про которого они так долго не знали, и которого все время ждали. Вы знаете, Айтматов уже очень хорошо учился, и ему присудили Ленинскую премию. Кто знает, в советское время это было очень много значило. Помимо того, что это огромные стипендии, это Ленинская стипендия, да, в студенческие годы, это еще высокий статус. И вот когда ему должны были уже вручить, кто-то настучал. Это было достаточно полицейское государство. И была такая практика. И его лишили этой возможности премии, и еще и осудили. Это был опять новый круг порицания, по которому он проходил. Его травили за это в школе. И это очень драматическая судьба. Вот, если мы про это не будем говорить, про его преодоление, мы не сможем его понять тогда. Вот когда ты читаешь ранее «Журавлей» и «Толгунай», ты понимаешь, что такие трагические судьбы. И человек, не переживший все это внутренне,
не выстрадавший этого не мог, а это человек. И второй момент по поводу личной жизни. Мы достаточно ханжески к этому относимся. Каждый на кухне обсуждает и личную жизнь. Хотя Айтматов написал об этом книгу. Но, мне кажется, нужно понимать и драматургию со всей его травмами, с его любовями, с его... Это же человек, и все мы люди. Да. И только тогда мы можем понять все его произведения и весь посыл того, что он хотел сказать нам и нашему будущему поколению. Вот еще такой момент. Джефф очень хорошо описывает, как Азамат Алтай, находясь за океаном, и Айтматов здесь друг за другом наблюдали. И как важны были произведения Айтматова для Азамата Алтая, который видел в этом свою юность, проживание здесь, на Иссык-Куле. И Джефф говорит, что, я не знаю, может быть, он здесь говорил, что Айтматов был на родине, но он испытывал большую тоску и был во многом одинок, потому что находился в такой системе компромиссной. А Азамат Алтаев был там, он имел гораздо больше возможностей, но он был одинок, потому что был далеко от родины, по которой тосковал. И все-таки им повезло встретиться, когда они уже были в зрелом возрасте, они очень много говорили, долгое время было препятствие им встретиться. И потом, когда они встретились уже мудрецами, прожившими эту жизнь, сделавшими вклад, это была важная встреча. Вот в чем заслуга книги? В том, что он показывает преодоление. Там, вы правы, там почти нет пафоса. Там скорее вот такие человеческие эпизоды, о которых мы говорим на кухне, но не говорим вслух. А именно они формируют нас как глубоких людей. Вот, когда господин Джеффри здесь был, мы все-таки обсуждали. Тем не менее, вот Чингиз Айтматов, он умудрялся, хотя находился, как вы сейчас говорите, вот в компромиссной ситуации, да, под условием, да, он находил, надо было что-то сделать все равно, не просто так сдаться, да. Все равно в их произведениях мы увидели такие, как сказать, дух свободы, вот стремление к свободе, к равенству, да. Вот посмотрите, вот произведение Джамиледа, да. Хотя это для кыргызских традиций, это все это как абсурд, да, что женщина бросает своего мужа, который на фронте. Да, на фронте, и это как бы, ну, это как, если посмотреть, это предательство ведь, правильно? С одной стороны. В такие рамки не входит. Не входит, да, по кыргызским меркам. Но она стремится, и там описывается, почему она это делает. И почему надо это сделать. И почему надо стремиться к своему счастью, да? Тем не менее, и в то же время господин Джеффри, он говорит, что он бы как бы использует вот этот буддийский метод описания, как бы использует притчи. Не притча, он, конечно, в произведениях Чингиза Айтматова мы часто читаем сказки, да, Чомухтар. Ну, это посредством сказок, как бы он находит что-то такое стремление к свободе, быть в гармонии с природой. Ну, хотя он обходит вот политические нюансы, да, но тем не менее он, по-моему, старается достучаться до сердец наших читателей, правильно? Да. Но вообще у Айтматова на самом деле очень много табуированных тем, но при этом написано так, что их невозможно не оценить. И там очень много аналогий, мифов и аналогий, животных аналогий. Это может быть олениха или голубка у облака Айтматова. Ой, у облака Чингисхана, да, голубка. Или это может быть волчица, или там верблюд Харанар. Он очень здорово вплетает. И через животные судьбы ты еще глубже понимаешь человеческую суть. И, знаете, я немного в последнее время, последние 2 года изучаю творчество Айтматова, его судьбу. В какой-то момент он у меня отошел на второй план, потому что я открыла для себя Нагимой, его мать. Это потрясающая женщина.
Это такой культуры мужества. Женщина, которая из богатого дворянского рода, из татарского как купечества, она выходит замуж за Турекула, и после его репрессий в молодом возрасте 32 года она сохраняет детей, и что ей приходится вынести. И когда я читаю потом и про Джамилю, и про Толгуна, и про многих других героинь, они потрясающие у Айтматова. Мне кажется, что в его произведениях женщины даже наиболее выражены, наиболее многооттеночны, да, скажем, потому что, наверное, все-таки его мать, он через нее увидел вот этот вот героизм и отношение к войне. Мне кажется, заслуга Айтматова еще в том, что он показал красоту людей в Аиле, в Таласе, в Шекере. Это не пафосная история там стройки или там стахановского какого-то движения. Нет, это простые люди, которые живут, выживают, при этом любят, поют. И он показал такую, мне кажется, это не соцреализм, куда его пытались отнести, и не попытка описать такое экзотическое, там, локальное, аборигенное там, население. Нет, это очень высокая планка красоты и гуманизма человека. Действительно. Теперь давайте вернемся вот, к самой книге, да, к названию книги. Книга называется «Упали ли горы?». Да? Вы сами прочитали книгу? Я, честно, я не прочитал еще, но он обещал в следующий раз оригинал на английском языке. Он у нас есть, он нам подарил. Да. Знаете, книга, я вот сказала, она предельно честная. Я с полной ответственностью берусь за этот ашар, мы еще про него поговорим, предлагаю его читателю и зная, что оценки будут разные. Те, кто привык видеть только пафос и лоск, они, наверное, трафарет, будут, да? Они, наверное, будут смущены. А я предлагаю людям прочитать очень честную книгу, потому что это нам необходимо, потому что все, что там есть, и войны, и репрессии, это то, что происходит сейчас во всем, в нашем мире. И никто от этого не застрахован завтра. И мы сами, наши дети должны знать другие судьбы, которые поступали в таких ситуациях. И там есть неприглядные, может быть, моменты, которые могут показаться. Но вот в этой искренности и суть этой книги. И вот это первый ашар, мы аналитический центр. У нас есть Академия гражданского просвещения, и мы делаем это в рамках просвещения. И второй проект, вы знаете, в нем проект СМД, это память или memory. И мы делаем в рамках. Мы хотим открыть для нас, что важно. Для нас очень важно, чтобы в фокусе всего, что мы делаем, описываем, изучаем, показываем, был человек. Не государство, не институт, не формализация, а человек с его страстями, драмами, вкладом. Второй очень важный момент – это сама книга. Мы начали с этого. Культура книгочтения. Я понимаю, что сейчас время IT-технологий, время гаджетов, но если мы утратим культуру книгочтения, мы точно не поднимемся выше, потому что это особая культура, это тактильная культура. Читая книгу, ты приобретаешь не просто знания или какие-то навыки, ты приобретаешь друга, советника. Не знаю, некоторые люди встречают ли столько важных людей в жизни, как они это могут сделать, знакомясь с книгой. И вот эту культуру, эту ценность нам никак нельзя утратить. Очень многие нам говорили о том, что вы делаете вот этот ашар. И почему вы думаете, что в нашей стране люди, кыргызы в конце концов, и не в нашей стране, соотечественники поддерживают эту инициативу? Нам просто вот впрямую до сих пор задают вопрос, какой кыргыз сейчас заплатит деньги за книгу? Знаете, несколько лет назад я разговаривала с предпринимателем нашим, Төлөндөй Тойчубаев. Он сейчас открыл сеть школ, Билимкана, частных школ. И ему задавали такой же вопрос. Какой кыргыз будет оплачивать школу своему ребенку?
Или, ну, вот кто из наших это может себе позволить? И он сказал такую вещь. Он говорит, в любом случае, например, в селе 2 барана в месяц, ну, скот люди режут. Люди не экономят на тоях. Люди не экономят на всякой показухе. Если они думают о будущем, они будут платить, там, я не знаю, $100 в месяц за будущее своего ребенка. Я думаю, что $7800 или порядка 500 тысяч сомов, это не так много, чтобы поддержать вот вклад и начать нашу, как бы открыть новую страницу нашей культуры через книгу вот, об Айтматове и Азамат Алтаев. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр могул жерде сөз кылып аткан Джеффри мырзанын жазып кеткен китебинде айтып атабыз да. Бул тоолор куладыбы деген китепти ал америкалыктын көзү менен жазып атат да. Биз негизинен көнүп калдык да. Советтер Союзундагыдай багындай пафос менен расмий гана бир версиядагы Чыңгыз Айтматов же Азамат Алтай жөнүндөгү гана бир кабарды билебиз да, же жазылган бир шаблон китептерди гана билебиз. Бирок бул америкалык киши бул чындап эле чын дитинен болгонун болгондой кылып өзүнүн 10 жылдык өмүрүн арнап жазган китеби да. Буну оюмча биз нейтралдуу көз менен жазылган үчүн бул китепти биз окушубуз керек деп ойлойм. Бирок бүгүн китеп азыр инглиз тилинде гана болгон үчүн буну азыр биз ашар жолун көтөрүп атабыз. Ушул китепти бир минимум болсо дагы кыргыз жана орус тилдерине которуп бир жакынкы арада бир чыгарсак деп ойлойбуз да. Ошон үчүн биз азыр мындай ашар жолун тандап атабыз. Себеби бул ашар деген нерсе бул кыргыздын илгертен келген салты. Бул ашар десе сөзсүз эле биз баягы үй куруш же көпүрө курушту элестетпешибиз керек. Биз азыр Элмира айым айтып кеткендей, бизде китеп окуу маданияты, билимге инвестиция кылуу жолу аркылуу да китептерден аянбай, тойлордон аянсак дагы, бирок мына китептен аянбай, аз да болсо китеп окуу маданиятын жайылтып, ушул китепти бир аз көбөйтсөк деген оюбуз бар эле. Ошон үчүн азыр биз эсеп ачып атабыз. Азыр жактан биздин оператор балдар көрсөтөт, оюмча, эгер мүмкүнчүлүк кыргыз маданиятында Не только кыргыз маданият. так, негизи ашар, Это ашар, это все-таки совместное решение проблем, общими усилиями, помогая друг другу, мы решаем проблему одного человека. Может, это можно сделать индивидуально, вот по очереди, да, допустим. Очень масштабной, очень разновидной, да, поэтому это всего лишь один пример, вот это ашара, да, а вот в данном случае, если мы сейчас собираемся вот распространить вот эту книгу, да, которая написана устами, глазами иностранца, который он действительно в позиции нейтрального человека, который он вне вот этих пафосных, официальных дифирам, он пишет как есть, да, конечно, в рамках дозволенного, но вот очень важно увидеть это тоже еще глазами других людей. Вот для этого нам надо, мне кажется, сейчас распространить эту книгу на кыргызском, на русском
и как бы внести свой вклад в культуру чтения книг среди кыргызской молодежи, вообще среди кыргызских граждан. И не только Да. кыргызских. Я рассчитываю, что они по крайней мере, вот, потому что я не говорю о других людях, вот, о японцах или американцах, потому что я сам, будучи студентом, да, я 12 лет прожил в Японии, я видел, как там вот культура чтения газет, книг, она до сих пор вот это сохранилась. Я удивился, когда первый раз приехал в Японию, утром, когда в 7 часов всей семьей, когда утром завтракают, они читают газеты. Все читают газеты. Я удивился. Вот эта культура сохранилась. Я думал, что, может быть, в этой семье. И это она очень распространенная культура. В метро читают газеты и книги. Да. И удивился. И в библиотеках, и в университетах. Потому что я думаю, что вот эти genuine, да, вот настоящие, глубокие знания все-таки находятся именно в книгах. А вот интернет, он, конечно, полезен. Сегодня возможности интернета тоже она расширяется, но думаю, что все-таки глубокие знания, все-таки они лежат в книгах, в чтении книг. Я так думаю. Да, но вот когда ты выезжаешь в большие страны, Европа, Штаты или Россия, ты едешь в метро, и ты видишь, как люди читают книги. И ты понимаешь, что это ценность. Вот по поводу Ашара. Ашар — это же отличный инструмент такого взаимопомощи. Вот, я тоже очень много исследований делаю. Мне так нравилось, например, я это видела, ну, это есть везде, не только в Кыргызстане, за пределами почти у всех народов есть такой инструмент, по-разному называется. Но я видела это в Баткене. Я видела это, когда люди все выходят и начинают чистить арыки. И я видела, что это не просто совместный труд, но это празднество. Потому что после этого готовится плов, все люди собираются, где-то кто-то поет песни. Это такая песня совместного труда. Это культурный институт или что ли? Это культурный институт взаимопомощи. Просто без него люди бы не выжили. Не всегда все семьи могли делать то, что можно делать сообща. В детстве я тоже видел это. Это очень хороший институт. Поэтому на самом деле вся акция сегодня называется это таким словом краудфандинг. Это слово я с трудом выучила. Да, краудфандинг — это современный термин. Прежде чем я его выучить, я говорю, ну, это же Ашар, это же вот наш Ашар. И я хочу, чтобы смысл был именно вот такой, как в Ашаре. Мы-то эту книгу имеем, мы-то эту книгу прочитали, она имеется на английском языке. Джефф ее не просто написал, он за эти 10 лет пережил судьбу и Айтматова, и Алтая. Он когда про них говорит, у нас есть запись, у него это здоровый взрослый мужчина, у него слезы на глазах. И я ему говорю: Джефф, вот зачем тебе это надо? Ты успешный человек, ты приехал в страну, которую, может быть, в твоей стране не все знают. Я, кстати, его знаю уже 13 лет. Знаю. Ну вот видишь, ты приехал в страну, которую не все знают в твоей стране. И ты пишешь о людях, которые в твоей стране нет, не знают тем более. Это, ну, как бы не самый успешный проект с точки зрения бизнеса, да, например. А он говорит: а я не представляю свою жизнь сегодня без Азамата Алтая и Айтматова. Эти люди 10 лет меня вели, они мне столько подарили. Я хочу поделиться теперь как благодарность вот в Кыргызстане с людьми из этой страны. И ведь он, вот я сказала, что про Всемирный день книги, но это же Всемирный день авторского права. Дело в том, что Джефф дал нам, вот на этот период краудфандинга, он нам подарил авторские права, это его вклад. То есть книга-то издана на английском языке и в Соединенных Штатах. А наша задача нашего Ашара, мы хотим ее перевести на кыргызский, на русский язык и издать здесь, чтобы уже наши читали. Пусть читаются. Мы рассчитываем, что нас поддержат соотечественники в Европе, в Америке, в Турции, в разных странах. Есть, конечно, бизнесмены, которые видят в этом там возможность коммерческого проекта. Скоро у нас опять какая-то предвыборная кампания. Нет. Нам нужен не просто пиар.
Мы хотим, пусть люди соберут. Вообще, знаете, по исследованиям, чаще всего в таких вот краудфандингах участвуют не самые богатые люди. Чаще всего участвуют простые люди. Они платят по $5, по $10, по 500 сомов. Небольшая сумма, но вкладывая это, они заполняют смысл нашего ашара. Они, вот для нас это самое ценное. Потому что вот если какой-то там, я не знаю, парень, студент, который там подрабатывает чем-то где-нибудь в Германии или еще где-то, где-нибудь в Москве, вкладывает эти $5, он вкладывает их в ашар, в книгу, в просвещение в своей родине, на своей странной, нестабильной родине. Потому что я верю в то, что просвещение это не просто, чтобы люди читали книги. Просвещение это еще возможность не маргинализироваться в нашей стране. Все меньше людей, все меньше качественного образования, все меньше грамотных и образованных людей, все меньше грамотных и образованных лидеров. Мы видим, давайте сравним качество этого парламента и там, я не знаю, легендарного парламента. Но понятно, были непростые времена. Но давайте детям дадим возможность не просто читать книги, но узнать вот таких людей. Потому что они знают фамилии. Да, мы проходили в школе, но не знают, кто они. Еще очень важно сказать, что весь этот ашар, он безвозмездный. Вся наша команда, мы уже, наверное, на протяжении 3 недель работаем, потому что мы считаем, что это важно. Я пыталась в нашей команде, говорю, давайте заложим хоть минимальные суммы, чтобы вы могли что-то заработать. Они все отказались. Более того, типографии, с которыми мы договариваемся, они тоже идут нам навстречу, они часть денег с нас, в смысле за эту книгу брать не будут. Они не будут брать за... есть такие технические вещи. Они говорят, это тоже будет вклад в наш ашар. Наши переводчики, у нас одна глава переведена на русский язык, вторая глава, нам переводят ее люди, они говорят, мы вам переведем качественно, но мы денег за это не возьмем. У нас есть переводчики, которые вот на кыргызский язык мы переводим. Это молодой человек, это очень успешный молодой человек, self-made, он возглавляет, я скажу, он представляет кыргызскую версию Клопа и переводил Википедию. И вот он тоже, он пришел, он говорит, я хочу всю жизнь. Говорит, я пас скот, Джайлоду Джургундо, имени Айтматова читал, а Азамат Алтай для меня затык. Вот это так здорово, потому что для молодых людей азатык, он звучит так же, как и для наших отцов. Когда я ездила по всем регионам, я видела этих людей вот с этими транзисторами азатык. Мой отец всю жизнь. Азатык это, согласись, у нас не так много символов в Кыргызстане неопошленных, которые задают высокую планку свободы, возможностей. Я боюсь, что на сегодняшний день ни один государственный канал не задает такую планку. И даже на Азатык, ты знаешь, были такие возможности. Но и надо помнить, что людей, которые нам это принесли и дали. Вообще историю Азамата Алтая нам нужно написать отдельно. Именно в таком контексте, в честном контексте. Да, он пережил прекрасное детство на берегу Иссык-Куля. Да, он пережил непростой, тяжелый период плена и диссидентства. Нам нужно исследовать самим еще к тому же. Мне кажется, Джефф, это хорошо, что он написал. Он нас провоцирует это делать самим. При этом он делает это очень искренне. Вот вы говорите, что прочитали половину книги и также услышали комментарии, впечатления других людей, которые уже прочитали, да? Вы можете провести параллели между судьбами Чингиза Айтматова и Азамата Алтая? В чем их сходство и в чем различие было? И это, да, первый случай. Ну, дело в том, что они прожили именно такой непростой период становления, да, вот, государства. То есть, конечно, Азамат Алтай постарше, он пережил войну. Айтматов тогда был ребенком. Мне кажется, что вот Джефф в книге это описывает, драматизм. С одной стороны, очень яркое, красивое детство у Айтматова в таком Шекере, в таком шикарном селе. Потрясающие люди, которых он
Будучи ребенком, он распознавал, видел и запоминал эти сюжеты, да. И при этом, мне кажется, что такой сквозной линией и у того, и другого лежит роль государства. Дело в том, что Киргизская ССР, как и СССР, переживала очень сложный период. Это авторитарное государство, это полицейское государство. Тоталитарное было тогда. Это, да, ну я периодами тоталитарное. Я пытаюсь... это закрытое государство, очень сильно закрытое государство. И Киргизская ССР в этом государстве занимала, ну скажем, не самое доминирующее положение. И попытка Айтматова, деятельность Айтматова показать красоту там, аильского парня Данияра или Толгунай женщины, это возможность заявить о своем народе. И у него это получилось. Мне кажется, что еще очень важную роль сыграл случай о том, что хорошо, что Айтматова прочитали за рубежом. А ведь его произведения могли бы быть так и остаться неуслышанными. И если мы рассматриваем историю семьи Айтматова, его творчество, это постоянный прессинг этого государства, это постоянный компромисс, это постоянный торг. Если мы смотрим на Азамата Алтая, ведь когда он быстро встал на ноги, он был очень умным, очень таким человеком, его ценили. Он очень хотел попасть на родину, и он не мог, она была закрыта, и он жил в другом государстве с другими принципами. И вот это вот противостояние себя как личности, или противостояние своих героев у Айтматова, и противостояние, которое ощущал Азамат Алтай, даже находясь за океаном, мне кажется, она, вот эта боль, драматургия вся, она есть и у того, и у другого в жизни. И Азамат Алтая очень сильно пытались дискредитировать. Про него писали статьи. Вообще, все, кто жил за железным занавесом, был определенно. На самом деле, вот Азамат Алтай, он очень малоизученный такой, персона, правильно? Вы знаете, какой сетек мы увидели риск? Мои девчонки в команде, ребята наши, они стали читать все по Азамату Алтаю. И они в один прекрасный день, они говорят, а знаете, почему про него так мало читают? Потому что его описывают в таких, опять же, пафосных категориях, как и Айтматова. Он не может быть популярен, если вот его описывают... Все время канонизируем. Да, этим языком. То есть вот это вот риск из черного в белое, мы люди, любая человеческая судьба — это ошибки, это преодоление. Мы должны это понять и признать, точно так же, как и любой народ. И наша история в СССР, она ведь тоже не изучена и не всеми понята. Недаром так много соотечественников находится далеко. Мне кажется, только когда мы начнем говорить о себе правду, тогда у нас будет возможность и успех у этих людей. Вот, сейчас одно время в Кыргызстане было очень модно успешные истории, все выступали, TEDx, ну, как Мак заезжает, там свой TEDx, да, все тренерами по успешный образ жизни и все прочее. А недавно стало популярно ошибки, да, мои неуспехи. То есть как-то интересно вот эти тренды. А мне кажется, надо просто честнее, да. Ну, искренне. Абсолютно искренне. И дело даже не в успехе, это не самое важное в жизни. Мне кажется, что вообще успех — это не потолок в жизни. И если мы возьмем, например, Азамата Алтая, да, по нашим меркам, хотя он преподавал в Колумбийском, по-моему, университете, и очень много, он был исследователем. Я не знал этого. Он очень был успешный по их меркам, да, человек, который прошел плен, мигрант из непонятно откуда, но он был счастлив в конце, что он же приехал сюда, он эту землю, он увидел Иссык-Куль. Да. Это очень важно. Помним, да, это помним, да. А вот сейчас, говоря о творчестве Чингиза Айтматова, там все-таки он, еще один момент, знаете, он вот в Аккеме, в своем творчестве, когда пишет Аккеме, он там использует вот сказку, да, что историческая родина
кыргызов, это Енисей, это вот Саянские горы, это Минусинская котловина, да, вот об этих регионах. Ну, в то же время он как бы этим он конструирует идентичность, этническую идентичность кыргызов, мне кажется, в скрытом виде все-таки. По-моему, в этом тоже какую-то опасность узрели советские спецслужбы, мне кажется. Но говорят, что как бы этого не было, они прощали Чингиза Айтматова, потому что говорят, что о Чингизе Айтматове уже во Франции заговорил Луи Арагон. Почему? Потому что, говорят, Луи Арагон, он представлял социалистов Франции, чтобы получить как бы лояльность со стороны французских зарубежных социалистов. Они, говорят, прощали Чингиза Айтматова и не трогали его. Хотя могли бы пересечь Чингиза Айтматова вот именно вот эту сказку в этом произведении. Это абсолютно верно. Есть такая версия. Но я даже не сомневаюсь. Знаете, если мы посмотрим очень многих выдающихся ученых и политических деятелей, нам рассказывали о том, что там нам рассказывают одно, а с другой стороны ты читаешь документы. Вот наш проект СМД память Розаков. Есть очень пошлая версия за то, что там пальто, не пальто. Ведь мы знаем, что он пытался открыть школу на кыргызском языке. И есть предписание, которое не понравилось, его обвинили в национализме. Есть Нурбеков, очень известный ученый, который попытался в учебнике по истории государства и права рассказать про просто институты, о том, как раньше жили кыргызы. И в этом тоже усмотрели угрозу, и, в общем-то, его затравили. И с Айтматовым постоянно торговались. И да, у него был некоторый залог, что его знали во всем мире, и поэтому ему что-то позволяли. Но, конечно, он формировал вот эту идентичность. Потому что если он не мог это говорить про людей, а мы с вами говорили, он говорил это про животных. Не, на самом деле честно, мы же только посредством этого произведения узнали, что наша историческая родина это где-то там Западная Монголия, Енисей. А вот эта история с оленями, понимаете? Да, с оленями. В советское время была одна общность, советский народ, да? Были, конечно, там разные, но вообще конструировали советский народ. Тут, понимаешь, ли все государство 70 лет конструирует советский народ, а тут Айтматов выходит со своей версией. Да, этнический код он вот, конструирует. Вот олень, это как бы ассоциируется же. Да, это вот, это Бугу. А представляете, как это важно для Азамата Алтая, который с южного берега, с Бакамбаева. Да. Это для него это важно. Это столько компромиссов им пришлось преодолеть, столько дилемм, столько прессинга именно со стороны государства СССР. И, наверное, в этом смысле их это тоже, с одной стороны, они вложили, и роль Айтматова здесь неоценима, а с другой стороны, это вот свобода. Да? Мне кажется, что вот когда говорят, что у нас никто не понимает и не ценит суверенитет, мне кажется, что у нас никто не понимает и не ценит такое понятие, как свобода. Да, и это видно сегодня. А это же огромная возможность, и это неотъемлемая часть. И нужно помнить, что такие люди, как Азамат Алтай и Айтматов, они заложили основу и суверенитета, и свободы, и вообще развития. И это ключевая вещь сегодня. Вот еще один момент. Я уже сказал, что действительно вот эта судьба Азамата Алтая, она наименьшее всего, по-моему, изучена, да? Есть, вот что вы увидели такое, которое умалчивалось или о чем еще не говорит вот кыргызская пресса или вообще вот что связано, да, о судьбе Азамата Алтая вот в произведении вот Джеффри? Я вот думаю, мне рассказывать это или все-таки хочется заинтриговать читателя, чтобы он прочитал? Да. Мне кажется, что вот сама встреча между Айтматовым и Азаматом Алтаем, они
она очень, она, мне кажется, это такой пик драматургии. Они пытались, они вели переписку, они пытались встретиться, но им не давали. Ну, представляете, КГБ, да? Да. Это же невозможно по тем временам. И несколько раз эта встреча сорвалась. И когда все-таки, когда уже она созрела, и Джефф описывает эту такую историческую встречу, когда Чингиз Айтматов выступал в Европе, он после выступления сошел, ему сказали, что приехала машина, и он соскочил, и за ними была погоня. И был его очень такой поступок, когда он сказал: «Хватит, сколько можно». И эта встреча состоялась. Я просто не хочу рассказывать о ней в подробности, я хочу, чтобы об этом прочитали. И там очень много таких вот моментов. Там есть моменты, о которых люди должны прочитать, потому что они Азамата Алтая дискредитировали еще потому, что он был в плену. А все, кто были в плену, до сих пор у нас считаются предателями. Но мало кто знает он с истории Второй мировой войны. Меня пугает, вот скоро 9 мая, и меня пугает лозунг «За победу». А ведь война — это далеко не только победа. Это столько крови, насилия, боли. И люди в первый год войны — это просто месиво. Надо понимать, что СССР теряла тогда и отступала, и очень много людей попало в худшем случае просто в мясорубку, а в лучшем случае они попадали просто в концлагеря, где часть тоже погибла, и кто-то выжил. И для нас это тоже, ну как бы в советское время это все равно люди считались врагами народа. Даже если они выжили, даже если они потом служили на войне, они приезжали, попадали в тюрьмы. И у Азамата Алтая была такая дилемма. Я хочу, чтобы читатель сам понял, думал и оценил вот его поступок. А может быть, для просто человека очень важна, что такое для человека жизнь и что такое война. И это не просто там гвоздики и салют. Это преодоление много чего. И очень важно, чтобы молодое поколение, сейчас очень многие забыли, что такое война, это поняли. А вот через судьбу Азамата Алтая и через судьбу Айтматова, через его героев, вот, я не знаю, мне кажется, материнское поле, я просто больше всего ценю именно материнское поле, вот, то, как люди выживали, там, женские судьбы очень много. Да, вот как раз в одном произведении вот Чингиз Айтматов об этом очень хорошо пишет. Правда, я читал на кыргызском, говорит, там после войны возвращается человек, и дети спрашивают, молодые дети спрашивают, там, соғыс жөнінде айтып, тамаша қылып бербейсіз бе? И отвечает, это соғыс сіздерге тамаша емес. В этом и заключается, вот, начинается, да, что значит война, действительно, как описывается. А знаете, в этой книге у Джеффа написано про прототип Азамата Алтая. Все-таки прототип судьбы такого человека, как Азамат Алтай, который прошел войну, плен и вернулся, у Айтматова есть. Я не буду говорить, кто он и в каком произведении. Я надеюсь, что люди просто сами найдут, поймут. Но когда Чингиз Турекович подарил книгу Азамату Алтаю, он написал это имя, и написал слово «он жив». Мне кажется, это тоже было очень много было для Азамата Алтая. Таких судеб очень много. Мне недавно рассказывали про одного дедушку в Атбаше. Такой он был здоровый, сильный, он приехал, был такой молчаливый, но он был весь в ранах и в наколках, который было очень трудно понять с точки зрения победы всего. Он тоже пережил. Таких вот было очень много. Вообще реально люди, которые пережили войну, они много не говорили, это они больше молчали, потому что видели слишком много того, что, ну, даже, мне кажется, непостижимо в мирной жизни. Анда эмесе Эльмира эже, сиз азыр краудфандинг жөнүндө айтып калдыңыз. Азыр мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, убакыт барда эфирге сиз краудфандинг жөнүндө айтып койсоңуз болот. Кайсы жака ушул китептин кыргызча жана инглизче, орусча варианттары которулуп чыгып, анан таркашына жардам берип коюш
Мы оценили всю эту книгу вместе с переводом, и деньги в основном идут на Миром 500 экземпляров на кыргызском языке и 500 на русском языке. Это 1000 экземпляров. Да, мы попробуем. Это наш первый краудфандинг, первый шар. Если у нас будет, мы надеемся, что у нас получится. Если у нас будет остаток, мы сейчас собираем личные истории. В каждой семье есть личные истории. Там, может быть, это будет вторая книга. Но посмотрим, что будет с первой книгой. Мы открыли 2 счета. Первый счет для внутренней в Кыргызстане на Эльсом, куда можно будет поступать, это такой вот кошелек. И второе, вот здесь есть тоже открытый счет в KCB. Да, вот я надеюсь, он будет виден у вас там. Мы его здесь тоже показали. Оператор Валдар буны экрандан. Куда можно будет отправлять эти деньги. И потом будет комиссия определенная. Ну не комиссия, люди, приедет в середине мая Джефф, соберется наша команда волонтеров, и мы где покажем, куда пошли все эти деньги. То есть предоставим весь отчет открытый по этим деньгам. И книга уже переводится. Как только мы соберем необходимую часть денег, она будет издана. Мы рассчитываем, что нас поддержат люди и в Кыргызстане, и все-таки мы рассчитываем на наших соотечественников, мекендештер. Потому что очень часто я слышу за рубежом, и вообще есть такой доминирует дискурс, что мы хотим как-то помочь, что-то сделать, построить, приехать поработать. Это тоже вклад. Вот, мне кажется, что нам нужны какие-то очень важные гуманитарные проекты. Приехать, построить крышу, построить какой-то объект, это тоже хорошо. Но будем искренни. В Кыргызстане гораздо больше тойхана, чем библиотек или книжных магазинов. Последний или самый известный в раритет пытались закрыть. У нас эта культура книгочтения не самая высокая. Давайте вместе попробуем делать эти гуманитарные проекты. Это у нас такой призыв. И начнем с книгочтения. У нас очень много всего, что можно было бы издавать. И нам нужно, я бы даже сказала, возобновить эту историю книгочтения. И очень много молодых людей ее поддерживают. Мы все-таки хотим, чтобы это было такое вот социальное, массовое. И еще это тест, мне кажется, для нашего народа это тест. Да? В принципе, это цена одной лошади. А лошадей у нас забивает на все эти тои в день по куче штук. Мне, честно говоря, даже интересно, а слабо нам скинуться, я не знаю, по 10, по 50 долларов и поддержать издание такой книги. Просто памяти про Айтматова. Недаром он назвал эти книги про горы. И Айтматов, и Азамат Алтай — это полная ассоциация с горами, без которых представить нашу культуру, наш народ очень сложно. А, кстати, как раз вот сейчас говоря о нейтралитете, да, вот наших авторов, вот недавно я встречался с одним японским ученым, также Акияма сенсей, профессор Акияма, он из университета Васеда. Он, правда, историк, как раз написал книгу про Шабдан Батора, потому что этот вопрос тоже очень спорный вопрос, там много спорных моментов в его жизни. Там. И он тоже вот, с позиции, нейтральной позиции, он написал книгу. Конечно, в основном он ссылался на первоисточники. Да? Мне кажется, правда, он пока пишет, книга издана на японском языке, он тоже в будущем собирается перевести на английский, на русский языки. Но, мне кажется, у него будет возможность это сделать, но думаю, что нам полезно читать именно вот такие книги также, потому что когда мы сами пишем,
о наших людях. Мы уходим вот в канонизацию, да, в пафос, просто становится как бы дифирамбой, да, поэтому нам неинтересно становится читать. Мне кажется, что нам важно еще взращивать своих авторов. Да, вот как бы за этой книгой Джеффа мы рассматриваем Джеффа как некоторую провокацию. Пусть он как некоторая такую вот возможность. Нам нужно взращивать своих авторов, молодых людей, которые делают такие же десятилетние исследования, проникаются и пишут такие честные книги. Это здорово. На самом деле за рубежом очень много интересных исследований, книг про Кыргызстан, о которых в Кыргызстане вообще не знают. О них тоже нужно знать. Но нам нужно взращивать самих и авторов, и исследователей. А потом самое главное, нам нужно, вот, то, о чем говорил Айтматов, нам нужно ценить свои горы, ценить этих потрясающих личностей, которые сделали такой вклад. Эльмира, бізде уақыт азайып бүйтіп баратат. Ақырғы сұрағым. Тоолор құладыбы шында? Не болды тоолор аяғында? Я не знаю, вообще стоит об этом говорить. Как, Сирик, это как ты просишь, расскажи конец фильма. Но мне кажется, что Джефф использует аналогию. Мое понимание, что наша попытка нашего Ашара — это попытка понять вот эту суть. Мне кажется, что мы все пытаемся сохранить наши горы. Мы понимаем, что огромные риски и в метафорическом, и в прямом смысле по нашим горам, но мы все пытаемся их сохранить. А для того, чтобы сохранить, нам нужно их оценить. Когда мы оценим, вот тогда мы можем об этом сказать. И я хочу, чтобы сегодня, завтра, и даже прочитав эту книгу, никто не ответил на этот вопрос. Я хочу, чтобы этот вопрос всегда над нами висел, чтобы мы всегда ценили эти горы, потому что они, как показывает некоторые наши месторождения, только кажутся нам вечными. Мне кажется, даже вот если использовать метафору, мне кажется, горы — это не только вот эти физические горы, да, наши. Это горы, это и есть наши ценности, это наша свобода, это наша культура. Да. Мне кажется, это сущность всей Кыргызской республики, да? Это сущность, к чему мы стремимся, какое общество мы собираемся строить. Да? Если мы это действительно, как вы говорите, поймем суть, ценность вот этих, как сказать, обобщенности всего этого, да, мы действительно тогда сможем это сохранить и будем беречь это. Даже сам Ашар — это тоже гора. И если мы его возродим, и в гуманитарном смысле слова, мы сохранимся сами. Так, эмесе Эльмирайым бүгүн ушунча убакыт таап атайын ушул азыркы мына китеп тууралуу, ушул китептин жазылышы жана ушул китепти жазылган тоолор куладыбы деген китепти, инглизче жазылган китепти орусча жана кыргызча которуп жана көбөйтүү үчүн дагы могу Ашар жолундагы сунуштап келдиңиз. Бул да эң жакшы деп ойлойм. Сиздин дагы биздин дагы салым болуш керек деп ойлойм. Ушундай кыргыздагы китеп окуу маданиятынын мындан ары дагы мындай тереңдеп чоңоюшуна салым болот деп мен да ишенем да. Атайын келип берипсиз. Чоң алкыш. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен биздин бүгүнкү улустар жана турмуш көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы соңуна келип отурат. Бүгүн бизде конокто Полис Азия аналитикалык борборунун жетекчиси Эльмира Ногойбай айым болду. Бүгүн биз кантсе дагы бир топ өзүбүздүн тарыхка, өзүбүздүн баалуулуктарга жасалма эмес, чын диттен, чын жүрөктөн көз менен карап жана өзүбүздүн тоолорго болгон мамилебиз, бул тоо деп атканда бир тоо эмес, биздин маданият, биздин аң сезим, биздин жалпы эле тарыхыбыз, биздин баалуулуктарыбыз болуп атат. Ушуларды сактап калуу жөнүндө дагы мындай бир топ ой алмашып сүйлөштүк деп ойлойм. Эмесе мен сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө жакшы отуруңуздар деп кайра айтам. Жакшы отуруңуздар.